Вопрос исчисления времени в Казахстане поднимается не сегодня, не завтра. Это такой же вопрос экологии, потому что экология это не только деревья, вода, воздух, это и окружающая среда, и наш уклад жизни, это тоже влияет как бы экологический фактор. Поэтому, как эксперт научного совета партии Байтак, мы давно этот вопрос поднимаем, и по Кызылординской области поднимали. Вопрос исчисления времени поднимался не сегодня, не вчера. Оно у нас поднимается в Казахстане 18 лет, по Кызылординской области, Костанайской области поднималось. В мировой науке этот вопрос тоже очень глубоко обсуждается, исследуется. И сейчас хронобиология как наука, оно было известно еще в древности, со времен Гиппократа, биоритмология. Но в 2017 году 3 американских ученых, Янг, Росбаш и ученые, получили Нобелевского лауреата за открытие механизма циркадных ритмов. То есть механизм циркадных ритмов открылись вот 5-6 лет тому назад. И медицина, и физиология получили Нобеля. Поэтому этот вопрос после 2017 года хронобиология утвердилась как наука. И исследование биоритмологии, влияние Солнечной системы, восходов, заходов на организм человека, внутренние часы человека, что есть в каждой клетке, уже доказано. Помните, несколько лет назад мы вовсю рекламировали сигареты. Курите Мальборо, курите Camel, но потом уже начали запрещать курить в общественных местах и закрываем в магазинах глаз долой. Почему? Потому что мировая наука, ее медицина признала вероятным канцерогеном, возбуждающим рак. Также сейчас наукой доказано, что жизнь с отклоненными часами, временем, административным временем, это тоже вероятный канцероген для организма человека. Сейчас мы этот вопрос в 2020 году еще создали рабочую группу, обсуждали. В этом году, в 2023 году, в Министерстве торговли и интеграции и Комитете технического регулирования метрологии была создана обширная межведомственная группа, которая подготовила проект отчета и разослала всем медицинским учреждениям нашей страны, медицинским университетам нашей страны, Институтом физиологии и генетики, астрофизики, Институту онкологии и радиологии Республики Казахстан и всем высшим учебным заведениям, которые имеют отношение к физиологии и генетике. Получены все положительные заключения, поддерживающие заключения. Кроме этого, в этой межведомственной группе работали государственные органы, 60 человек там работало, и этот отчет принят. Сейчас Казахстан не вводит единый часовой пояс UTC+5. Сейчас, на данный момент, Астана и все живущие с ним области находятся фактически географически в часовом поясе UTC+5, но живут UTC+6. С 1930 года у нас было принято декретное время еще во времена Союза, потом в 1956 году принято укрупнение часовых поясов, то есть маленькая часть восточной и маленькая часть западной области, которые задевают там 3, 5, 6 часовой пояс, укрепили на 2 часовых пояса, 4 и 5. И включая к нему 1 час опережающего времени, сейчас принимается 5 и 6 часовой пояс. То есть возвратом всех областей, восточных областей на UTC+5 в Казахстане вводится единый +5. То есть, когда мы возвращаем +5, это, некоторые в социальных сетях говорят, что это может быть отклонить наши биологические ритмы на 2 часа, что это навредит. Это неправильно и ошибочное мнение, потому что жизнь своим поясным временем наиболее приближена к солнечному местному времени. Кто может сказать, что жизнь в гармонии с природой навредит человеку? Это, по крайней мере, глупо. Поэтому это решение правительства правильно. Мы вчера были в Восточно-Казахстанской области, встречались с населением. И что удивительно, взрослые люди даже в высшем образовании иногда путаются во времени. Некоторые сравнивают это с введением летнего и зимнего времени, которое у нас применялось с 1981 и 2004 годы, впоследствии от которого отказались мы. Почему? Потому что к
включать летнее время, как в Европе и США, к уже имеющемуся у нас декретному летнему времени постоянному, это неправильно, тем более, когда есть двухчасовое опережение некоторых регионов. Тогда в летнее время у нас станет 2 часа опережения. Вот эти вопросы, все, мировая практика, все обсуждалось в межведомственной группе, поэтому это решение правительства правильное. Мы вчера были в Восточно-Казахстанской области, и люди не понимают, что есть 3 времени, влияющие на благополучие людей. Это первое, солнечное время, которое нам не подчиняется, оно солнце восходит, заходит, и сдвиг стрелок не увеличивает и не сокращает время светлого времени суток. То есть мы регулируем наши административные или там уклад жизни к этим часам. Есть второе, это административное время, которое на наших часах мы взаимодействуем в обществе. И есть третьи часы, они есть, они доказаны, и никто отрицать, ну, кто знаком с наукой, не будет это отрицать. Есть внутренние биологические часы человека, которые есть клок генный в каждой даже клетке, и есть часы работы органов и систем организма. Когда вот эти 3 часа между собой синхронизированы, то есть испокон веков известно, солнце высоко, тень короче, полдень, а это 12 часов, никакими законами это не регулируется, потому что это общеизвестный факт. И когда наши социальные часы синхронизированы с этим солнечным временем, тогда наши внутренние часы и в органах и системах они работают правильно. Ну, как это на простых словах объяснить? Это, например, если наши социальные часы опережают поясное местное время на 2 часа, то есть у нас более светлые времена отодвигаются на более позднее время, поэтому мы вечерами кушаем в позднее время. Но в это время органы и системы, желудочные соки не выделяются. У них есть эндогенные, они по-своему, по солнечному времени выделяются, не выделяются, вернее, и эта пища не осваивается организмом. А последствия какие? Последствия ожирения, а дальше уже диабет 2 типа. Есть, если, ну, все знают, что должны отходить, люди должны отходить по времени где-то 10-11 часов ночи, вечера вернее. Но если время сдвинуто на более позднее время, тогда мы не можем отойти ко сну, потому что мозг получает команду, что еще светло, что еще день. И поэтому мы сокращаем или нынешним временем, неправильным временем, или поздно ложимся, поздно встаем, или поздно ложимся и фиксированным рабочим временем рано встаем, сокращая время сна. Когда мы говорим сокращаем время сна, мы имеем в виду, например, если взрослым людям нужны 8 часов сна, мы сокращаем предутренний сон, пробуждаемся в темное время суток, это особенно заметно в зимнее время, тогда мы не сокращаем из общего количества 8-часового сна только 1 час. Мы сокращаем предутреннюю фазу быстрого сна. А эта фаза очень необходимая фаза для мозговой деятельности, образованности, интеллекта, памяти, особенно детей. Дети имеют режим сна, отличающийся от режима взрослых. Например, если младенец спит 18 часов, мы же не будем его, что он тоже должен спать 8 часов, потому что это особенности сна этого возраста. Также есть особенности сна первоклашек, 7-летних, 8-летних. В подростковом периоде время сна сдвигается чуть на более позднее время. Это эволюционно понятно, потому что это пубертатный период. Поэтому они должны там по вечерам чуть-чуть гулять, там, встречаться и все другое. И они поздно иногда пробуждаются. После 40 лет время сна сдвигается на более раннее время и раннее пробуждение. Ну, все знаем, что старики там утром встают раньше. И нынешние некоторые люди говорят, надо этот вопрос решить вопрос. А как мы опросим детей? Как мы младенцев опросим? И как мы будем учитывать их мнение? Подростка, если спросишь, он сейчас скажет, нам бярбер, я могу там до 2 ночи гулять, до обеда спать. Но он не понимает, что он тоже состарится или он тоже будет иметь детей и внуков, которые будут испытывать эти все. Родители это знают, учителя знают, директора школ знают, что сейчас по всему Казахстану
при фиксированной времени начала учебы 8 часов, это вовсе 8 часов. Наши дети с сдвинутым времени сидят на уроках от 7 до 6-7 часов утра. А чтобы попасть на 8 часов в эти уроки по административному времени, они пробуждаются на час раньше. То есть они просыпаются в 5 и 6 часов ночи. Поэтому это особенно чувствуется в зимнее время. Есть такой гормон мелатонин в организме человека, он вырабатывается, вернее, секреция гормона мелатонин начинается вечером, когда наступает темнота, в наш мозг подается команда вечер, и этот мелатонин регулирует все остальные гормоны. При ночном бодрствовании или нарушении сна этот гормон 15 секунд попадания в глаза света, особенно синим спектром света, получает мозг команду, что еще день, и секреция мелатонина останавливается. То есть вместо него начинает выделяться гормон кортизол, а это гормон стресса. То есть вместо того, чтобы полноценно отдохнуть, вы получаете ночью стресс. И утром вот эти все гормональные балансы. Почему дети в нынешнем времени поздно, а когда они рано встают, раньше восхода, не кушают, не завтракают дома? Потому что у них в организме при утренними лучами света выделяется гормон серотонин, гормон норадреналин, и организм пробуждается. Фактически мы сейчас детей отвозим в школы и детсады, когда мозг их спит. То есть мы заставляем им многие руки ходить, когда их мозг еще, сознание не проснулось. Поэтому у них в организме не вырабатывается гормон грелин. Это гормон аппетита. И поэтому у него на первые 2 урока дети не воспринимают. Потом у него организм к 2-му уроку пробуждается, он идет в школе, кушает пирожки, пьет энергетические напитки, чтобы восполнить эту недостающий недосып. А это уже болезнь внутренней системы, пищеварительной системы. И мы вчера, когда встречались с населением, потом вышел я и спросил у директора школы: вы же знаете, что дети не досыпают, дети спят первые уроки. Она говорит: да, мы это знаем, и это есть, но мы открыто об этом говорить не можем. В вопросе, касающиеся здоровья нации, вопросы, касающиеся детей, особенно здоровья детей, не должно быть темных сторон. Мы все эти факторы открыли, все нюансы и контексты открыли. И я думаю, Министерство просвещения в этом вопросе тоже должно вносить свою лепту, участвовать в решении этой проблемы, давать рекомендации. Есть требования Санпина. Школьные уроки не должны начинаться в 8:00. Но это требование с учетом солнечного времени, а не административного нашего сдвинутого времени. Есть в медицине конкретные рекомендации, например, применять определенные лекарства в 8:00. Но если мы сдвинутым временем, неправильным временем эти лекарства применяем, когда 6:00 по времени Солнца, и когда рецепторы не готовы. Есть конкретные исследования и утверждения ученых, и наших, в том числе Казахстана, Тулюханова Султана Тулюхановича, Хранобелу. Некоторые лекарства не то что там помочь организму, а они навредят, если давать их в неправильном времени, когда рецепторы их не готовы принять. Есть у Ханисы Сатпаева «Физиология человека» книги, есть еще в 1995 году она говорила: будущее медицины, профилактика и гигиенические создания условий здорового человека. То есть сейчас все решения в медицине должны приниматься с учетом биологических ритмов человека. Какие еще есть? Изначально декретное время еще в 1930 году принималось для экономии электроэнергии. Но в мировой науке ни одним исследованием сейчас экономия от электроэнергии, от применения декретного или летнего, зимнего времени не доказана. То есть ее попросту нет. Тогда почему мы применяем это декретное время? Когда Россия в 2014 году отказалась от нее, и этот вопрос обсуждается. Я член Международного альянса сторонников природного времени, в котором участвуют общественники 11 государств, в том числе Америки, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Австралии, Португалии.
и России, и мы. И поэтому в 2023 году Международный альянс сторонников природного времени написала письмо нашему президенту. И мне понравилось то, что президент озвучил: наука должна приносить прикладную пользу населению Казахстана. И это то, что мы поднимаем именно в тот случай, когда применение науки. Вопросы здравоохранения не решаются опросами демократии, оно решается сугубо доказательствами, доводами, исследованием науки. А они у нас более чем предостаточно.